Добрый вечер. Это программа «Прямая связь» на ТНВ. Газовая и пожарная безопасность в новогодние праздники. Что необходимо делать, чтобы самый волшебный праздник прошел без ЧП в окружении родных и близких? Это тема нашей сегодняшней программы, и она очень актуальна. Я представляю гостей нашей студии сегодня. Это представители общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Казань». Радик Шамилевич Сахибгараев, начальник производственно-технического отдела. Здравствуйте. Здравствуйте. Айдар Салихович Кашапов, начальник эксплуатационно-производственного управления. Добрый вечер. Вечер добрый. И Максим Владимирович Трущин, заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Приветствуем вас. Здравствуйте. И я напоминаю всем нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свои вопросы нашим гостям. Телефон прямого эфира 554-56-10, код Казани 843. Также прямая трансляция идет в нашей социальной сети, в группе ВКонтакте. Смотрите, задавайте вопросы в комментариях. Ну что, сегодня уже отмечают католическое Рождество. Можно считать, что праздник начался, Новый год вот-вот уже наступит. У меня такое ощущение, что ваши службы, наверное, больше всех готовятся к этому празднику в усиленном режиме. Насколько, на ваш взгляд, в эти дни повышается уровень чрезвычайных происшествий, чрезвычайных ситуаций? И даете ли вы какое-то название этим уровням опасности? Давайте, Радик Шамилевич. От чрезвычайных происшествий любой день никто из нас никогда не застрахован. Поэтому мы всегда призываем наших граждан быть предельно внимательными и осторожными, особенно в праздничные дни, так как бдительность и ответственность в эти дни, к сожалению, понижается. Понижается, потому что повышается Градус. Все-таки с этим мы связываем, да? С алкоголем. К сожалению, да. Максим Владимирович, согласны? Я абсолютно согласен. Хотел бы отметить, что статистика как раз-таки показывает, статистика пожаров, в частности, что у нас именно в новогодние праздничные дни количество пожаров, соответственно, количество травмированных, погибших людей на пожарах увеличивается примерно на 20%. То есть это еще раз говорит о том, что граждане теряют свою бдительность. В связи с этим мы, наше Главное управление МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан с 29 декабря переводится на усиленный вариант несения службы до окончания новогодних праздничных мероприятий. То есть, в общем, во всем не отдыхать, я правильно поняла? Ну, для кого-то праздник, а для нас это будни. Праздничная работа. Так точно. Так, сейчас мы перейдем, наверное, как раз посмотрим одно из чрезвычайных происшествий, которое случилось у нас в этом году. Бытовой газ, конечно, это незаменимый ресурс и всегда потенциальная угроза, если не знать и не соблюдать правила обращения с ним. В этом году, 27 марта, в Казани на проспекте Победы произошло ЧП, где последствием взрыва газа стал пожар. Давайте сейчас посмотрим этот сюжет, чтобы вспомнить и напомнить правила безопасности. Вон он прям, ой, у него все горит там. Эти жуткие кадры переползающего из полыхающего балкона человека сняли очевидцы. Мужчина в одном белье соскальзывает с 8-го на 7-й этаж. Но это почти что чудо, только кажущееся. На следующий день хозяин квартиры со множественными ожогами и повреждениями дыхательных путей скончался в больнице. Взрыв и последующий пожар произошли на проспекте Победы в Казани 27 марта. В первые минуты еще до приезда пожарных расчетов 14 человек, среди них 4 детей, смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожар охватил 2 квартиры на 8-м этаже и балкон выше. В результате была разрушена межкомнатная стена, но комиссия специалистов заявила, что риска обрушения дома нет. Причиной взрыва и последующего пожара стало нарушение устройства и эксплуатации газового оборудования. Радик Шамилевич, сейчас посмотрели мы этот сюжет. Есть ли статистика за этот год о количестве подобных ЧП и каковы самые частые их причины? Ну, за текущий год в диспетчерские службы у «Газпром Трансгаз Казань» поступила информация о 40 пожарах. Из них 13 произошли в городе Казань. Ну, по статистике самыми частыми причинами являлись неосторожное обращение с огнем, курение в помещениях, а также нарушение правил пользования электроприборами. Но это вот только наша статистика. Более точную информацию нам подскажут наши коллеги из МЧС. Максим Владимирович, наверное, вы подскажете. Да, совершенно верно. У нас вообще пожары, связанные с горением газа, это все-таки более опасные, потому что газ, он и взрыва, и пожар опасен. Происходит сильное распространение пламени. Есть вероятность, опять-таки, взрыва, как показано в сюжете. Здесь следует отметить, что я хочу добавить, что у нас, может быть, по сравнению с общим количеством пожаров небольшая цифра, но, опять-таки, все, что связано с горением газа, это представляет очень большую опасность как и для жителей нашей республики, так и для наших подразделений, которые непосредственно занимаются тушением
ликвидации данных чрезвычайной ситуации. Вот, следует добавить, что из-за нарушения правил устройства эксплуатации газового оборудования у нас на пожарах погибло 6 человек, в том числе 2 детей. Здесь, наверное, следует отметить, это у нас взрыв газа в Заинском муниципальном районе, когда пострадало 8 человек при взрыве в жилом доме. И при этом в последующем 2 человека, к сожалению, скончались уже в больнице, в лечебном учреждении. Ну и такой очень резонансный пожар, это, значит, в Кукмурском муниципальном районе, когда родители оставили 2 малолетних детей 12-15 годов рождения с бабушкой своей 38 года. И, к сожалению, из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошло возгорание, и дети, к сожалению, погибли. Когда газ, а потом следствие пожар, это всегда больше, наверное, последствия, трагичные последствия, да? Да, совершенно верно. Чем это обычный пожар, если уж мы сравниваем эту ситуацию. Сейчас хочу я вспомнить отравление угарным газом в результате использования бытового газового оборудования. Вот такие отравления случаются довольно часто. Последнее ЧП, насколько я помню, это было 21 декабря, год назад в Бугульме. 3 детей 12, 10 и 5 лет были госпитализированы с признаками отравления. Вообще Бугульма рекордсмен. Показательным была в этом году по количеству несчастных случаев, по количеству проверок, по той реакции, которую, в общем-то, они вызвали. Зачастую жители просто не осознают необходимость таких проверок. И вот в Зеленодольске тоже были несчастные случаи. Айдар Салихович, вот вопрос к вам. За что несут ответственность сами жильцы? Потому что они обязаны соблюдать безопасность, чтобы сохранить жизни как своих близких, так и соседей и жителей всего дома. Да, действительно, в начале 2019 года в городе Зеленодольске произошел случай отравления угарным газом, но не бытовым газом и не в результате его утечки. Выделение угарного газа в помещении происходит при недостаточном количестве кислорода для полного сгорания газа, который неблагоприятно влияет на организм человека, вследствие чего получила отравление молодая мама и ребенок. Ну, какие правила нужно соблюдать? То есть, правила... что нужно делать? Здесь была нарушена естественная вентиляция и было элементарные нарушенные правила безопасного пользования газом. То есть прогревали квартиру, правильно понимаю? Да, при плотно закрытых окнах и заклеенными обои решетки вентиляционных каналов использовались 2 газовых прибора, это плита и колонка. Причем плита использовалась для обогрева помещений с открытым горением духовки, из-за чего получили результат плачевный. Недостаточный приток воздуха для работы газовых приборов необходим для полного сгорания газа воздуха в газоиспользуемом оборудовании. Без вентилирования помещения невозможно. Вентилирование помещений кухни дает условия для нормальной работы газовых приборов. В этом случае было допущено самими жителями вот это правило пользования. Но вот что в этой ситуации? Смотрите, если у вас, действительно, у газовой службы права и обязанность, чтобы наказать таких жильцов за несоблюдение правил безопасности пользования газом? Единственное, при определении неисправности или нарушения правил пользования газовыми приборами, мы можем их временно приостановить для их устранения. А требуется, вот на ваш взгляд, Радик Шамильевич, какие-то действительно определенные на законодательном уровне какие-то, возможно, действия, чтобы да, защитить? Каждый год законодательство меняется, мое мнение, в лучшую сторону. Даже отказ от выполнения, от допуска к выполнению технического обслуживания наших сотрудников могут за отказ штрафовать, нести административную ответственность какую-то определенную. То есть это накладывает какую-то общую ответственность на наше население, на наших граждан, да. Ну, потому что мы должны ее нести. А вот что делать жильцам, если вот мне показалось, что мои соседи либо прогреваются, либо что-то изменили в вентиляции, да, и я понимаю, что они нарушают определенные правила безопасности, я куда могу жаловаться? Я могу жаловаться на соседей?
Да, в таких ситуациях необходимо сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 круглосуточно. И на каждое такое обращение нашей службы реагирует совместно с помощью государственных структур. Это социальная защита, орган опеки, полиция, прокуратура. Совместно выезжаем на обследование. Если состояние газоиспользующего оборудования в неисправном состоянии или при эксплуатации обнаружено, что эксплуатируется нарушением, то действительно, как я раньше сказал, приостанавливаем подачу газа временно и до устранения оставляем в отключенном состоянии. Хорошо. Но ведь бытовой газ сам по себе не имеет запаха, да? Насколько Да. я понимаю. То, что мы привыкли считать запахом, это такая некая маркировка. Да. Я правильно понимаю? То есть она необходима, чтобы мы почувствовали этот запах газа, надвигающуюся беду. Вот как необходимо действовать, если появился сильный запах газа? Тоже звонить только 04 или есть еще какие-то экстренные варианты действия? Сам бытовой газ метан не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Чтобы придать ему такой специфический запах, его одарируют одорантом этилмеркаптан. Чтобы человек мог почувствовать сразу до Приезда экстренной службы. Да, экстренной службы, чтобы не образовался взрывоопасный смесь. В наших же интересах. Да, в наших интересах, да. Поэтому при обнаружении утечки газа необходимо сообщать аварийно-диспетчерскую службу, проветривать помещение, не использовать газовые приборы, не использовать электрические приборы и дожидаться аварийно-диспетчерской службы. Аварийно-диспетчерская служба выезжает в течение 5 минут, и максимальный приезд не больше 1 часа. Хорошо, спасибо. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой ролик нашим зрителям. Он прост, понятен и доступен к пониманию. Итак, куда обращаться, если есть подозрение на утечку газа и как действовать? Давайте посмотрим. Невнимание и халатность, особенно в начале отопительного сезона, может стать причиной серьезных взрывов, связанных с бытовым газом. Этого можно избежать, если вовремя проверить газовые приборы и оборудование, а также вентиляционную тягу. Если обнаружены неисправности или вы почувствовали запах газа, то обратитесь в экстренные службы по телефонам 04 104 112. Ну, вот кажется, конечно, что все это страшно, но нужно понимать, что всего этого можно избежать, зная лишь простые правила безопасности. Вот подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть проблемы в быту, связанные с использованием газа? Радик Шамилевич, вы или Айдар Салихович? Ну, в основном проблемы при эксплуатации газового оборудования возникают по вине самих же потребителей газа. Это несоблюдение элементарных правил пользования газовыми приборами, это самовольная замена. Но большой проблемой является это отказ от абонента от проведения технического обслуживания. Все-таки это одна из проблем. Да. Понятно. Мы, кстати, не договорили на первый вопрос. Как будет выстроена работа в новогодней службе, в новогодние праздники вашей службы? В период новогодних праздников в первую очередь необходимо отметить работу аварийно-диспетчерских служб, которые круглый год у нас функционируют круглосуточно. Дополнительно организовано дежурство рабочих бригад производственных служб, водителей, механизаторов, а также дежурство на местах руководящего состава. Обеспечивается полная готовность к выездам всей техники, тракторной техники, проверяется работоспособность спецоборудования и генераторов. Также дополнительно нашими работниками выполняется мониторинг наружных газопроводов и проверка технического состояния наших ГРП. Хорошо, мне сейчас сообщают, что у нас есть звонок в студию. Добрый вечер. Здравствуйте, я в Самосырово живу. У меня вопрос, хотя это может глупо покажется. Каким образом необходимо прочищать карман и как часто карман дымоходов? Как часто нужно прочищать карман дымоходов? Вроде бы вот человек удивляется, да, что вопрос рядовой простой, но вот есть что ответить, как правильно сделать ему. Ну, проверку дымоходных каналов, вентиляционных каналов следует
производить перед началом отопительного сезона, во-первых, в середине и обязательно в конце. Как это делается? Для этого имеет специальный карман, или как окошко называется, да? Делается это элементарно с помощью обычной щетки. Если же речь идет о многоквартирных домах, то уже ответственность за соблюдение или в исправном состоянии вентканалов лежит на управляющей компании ТСЖ. Если же это частный сектор и индивидуальные жилые дома, то ответственность на собственники жилья. То есть должен прочищать 3 раза в год. Перед началом отопительного сезона. Необходимости. По необходимости. В середине отопительного сезона и после. Для Проверять этого надо должен 3 раза в год. Только щетка. По необходимости, да, больше ничего. Но может не надо. прибегнуть к вашей помощи, если вдруг сложности возникают? Мы, конечно, поможем в любой момент. Но для этого еще существуют специализированные службы, как их в народе называют, печники, да? Печники, которые смогут помочь. Могут помочь. Хорошо, спасибо за ответ. Сейчас мы перейдем немножко к другой теме. В Новый год, в общем-то, встречаются очень буйные люди. Праздники проходят очень бурно. Некоторые впадают в определенную степень веселья. Со всех сторон раздаются звуки петард, хлопков. Иногда страшно ходить на всех этих елках. Еще несколько лет назад вообще я старалась не ходить в эти общественные места, потому что это можно было под ногами. Просто все взрывалось и падало. Вот на данный момент, вот подскажите, пожалуйста, Максим Владимирович, известно, в каком, давайте скажем так, в тротиловом эквиваленте, сколько уже в Казань завезли вот этих фейерверков, петард и же с ними? Вы правильно отметили, у нас праздник Новый год ассоциируется всегда с хлопушками, с салютами. Большинство граждан уже вовсю используют данные пиротехнические изделия, чтобы украсить свои новогодние ощущения. Что касается тротиловый эквивалент, мы, конечно, это не отслеживаем. Мы отслеживаем именно организации, которые осуществляют продажу пиротехнических изделий. Вот на данный момент у нас по территории республики взято на учет 88 таких объектов, но, как показывает практика, и сейчас это может заметить даже любой гражданин, что с каждым днем при приближении к новогодним праздничным мероприятиям количество мест реализации данных пиротехнических изделий, безусловно, увеличивается. Хорошо. Мы знаем, что в республике введен особый противопожарный режим. Давайте сейчас вот мы узнаем, что можно, а что нельзя. Посмотрим небольшой сюжет. Праздник приходит, а вместе с ним и ограничения. В республике введен особый противопожарный режим, и действовать он будет до 8 января. Если зажечь бенгальский огонь и выпустить хлопушку еще можно, то для запуска петард, фейерверков, ракет и салютных батарей придется поискать место, отойти от жилых домов, учреждений, детских садов, школ и толпы празднующих. Категорически запрещено запускать фейерверки с козырьков, подъездов и балконов. Также надо учитывать и погодные условия. Сильный ветер, радиус опасности возрастает. Чтобы праздник не обернулся трагедией, покупать пиротехнику надо только в специализированных магазинах и ни в коем случае не с машин или открытых торговых точек. Снег и влага могут испортить фейерверк. И следовать инструкции по применению. В прошлом году в новогодние праздники от пиротехники пострадали 10 человек. Среди них 2 детей. Пострадавших не становится меньше, несмотря ни на что. Вот вы принесли в студию, даже не знаю, как относиться к таким подаркам, но я думаю, это скорее не подарок, а вы расскажете, ну вот купила я такой, что это, фейерверк, да? Во-первых, я купила в магазине, на что обратить внимание? Да, как у вас правильно было в сюжете отмечено, что в первую очередь надо все-таки отдавать предпочтение при покупке пиротехнических изделий именно в специализированных магазинах. Значит, более того, когда вы зашли в магазин, выбрали пиротехническое изделие, нужно поинтересоваться у продавца, сертифицирована ли данная продукция. И вам по вашему требованию, значит, по требованию покупателя, продавец должен показать, предъявить сертификат на данное изделие. То есть вот они вот так вот сертификаты выглядят. Должен быть соответствующий знак соответствия. Это вот то, что российский знак, то, что на российском рынке может обращаться. Вот этот знак Таможенного союза, значит, тоже, ну, по крайней мере, данный сертификат будет означать, что данная продукция, наличие данного сертификата будет означать, что данная продукция сертифицирована, проверена и, соответственно,
при соблюдении тех требований, которые указаны на пиротехническом изделии, значит, с вами ничего не случится. Но надо понимать, что любое пиротехническое изделие – это опасное изделие, взрывы и пожары опасные. Здесь необходимо соблюдать требования предосторожности. Это как с обращением, опять-таки, с газом. Да? То есть, если пиротехническое изделие будет использоваться не по назначению, либо в неумелых руках, то, соответственно, это становится очень опасным элементом. Изделием. Вот, поэтому нужно обратить внимание, что, во-первых, данное пиротехническое изделие должно быть в целостности, значит, никаких не должно быть повреждений, мятин, значит, должно быть на русском языке изготовитель, производитель, телефоны и адреса должны быть указаны, далее должна быть инструкция на русском языке, класс опасности показан и, соответственно, правила применения, все опять-таки на русском языке. И самый главный возраст, с какого возраста можно использовать, применять данное пиротехническое изделие, граждан в каком возрасте. Да. И обязательно посмотреть на срок годности данного пиротехнического изделия. Вот я здесь специально взял данное пиротехническое изделие, у него срок годности уже истек в 2017 году, то есть пиротехнические изделия с истекшим сроком годности ни в коем случае применять, использовать нельзя. Хорошо, спасибо, это очень полезно. Сейчас хотелось еще обсудить условия, правила применения пиротехники, но для этого вот просто предлагаю посмотреть на ЧП в одном из детских садов. Это видео из Казахстана, оно облетело весь интернет. Вот просто посмотрите. Новогодний утренник, да? Взрослые решили устроить фееричный праздник детям. Во время танца Дед Морозов детей в синтетических костюмах были Дед Морозы, родители запускают петарды. После этого во все стороны там полетели искры, началась паника, кричали дети и родители. По сообщениям СМИ, тогда никто не пострадал. Вот, мне, конечно, в это очень сложно вериться. Комментировать я это не могу, я в абсолютном шоке под адекватность бы я, наверное, поставила, да, сомнения самих родителей. Как бы вы это прокомментировали? И как вы контролируете вот подобные утренники сейчас, или они не подконтрольны вам? Ну, здесь, конечно, сюжет, да, он очень такой, не то что настораживает, я считаю, что здесь, если на самом деле никто не пострадал, то это очень повезло, по крайней мере, и детям, и гражданам, но как минимум психологическая помощь точно нужна в данном случае. Как уже правильно было и отмечено в вашем сюжете, что любое применение пиротехнических изделий в закрытых помещениях категорически запрещено, за исключением хлопушек и бенгальских огней. Если говорить про нашу республику, да и в целом про Россию, то у нас в целом МЧС России мы осуществляем мониторинг. Во-первых, взято на учет все места проведения новогодних праздничных мероприятий с массовым посещением детей. И все школы, все садики, где вот эти утренники проходят, совместно с органами местного самоуправления мы уточнили данный этот перечень. Значит, на всех объектах организовано дежурство наших сотрудников либо работников как раз-таки с целью контроля и соблюдения требований пожарной безопасности на местах проведения новогодних праздничных мероприятий. Более того, хочу отметить, что у нас в этом году есть соответствующие поручения правительства Российской Федерации. Мы все объекты проведения новогодних мероприятий проверили. Значит, с обслуживающим персоналом проведены были инструктажи по мерам пожарной безопасности. Ну и, безусловно, до всех руководителей доведены требования о категорическом запрещении применения пиротехнических изделий именно в помещениях, значит, внутри помещений, зданий, сооружений, чтобы ни в коем случае, вот, по крайней мере, чтобы таких, значит, утренников у нас не было. Будем, надеюсь, вы успокоили, потому что это видео, конечно, действительно шокирует. Мы уже близимся к концу, поэтому чуть-чуть мы, наверное, пойдем дальше. И вопрос все-таки газовикам. В связи с тем, что и вопрос был, касался, люди не знают, сколько раз они и что должны делать. Вот можете, Радик Шамильевич, как часто, какие работы по техническому обслуживанию газового оборудования должны проводиться в доме? То есть вот какая-то памятка. Ну, во-первых, работы по техническому обслуживанию выполняются специализированной организацией на основании договора, заключенного между заказчиком и исполнителем. Периодичность проведения техобслуживания составляет не реже одного раза в 12 месяцев. При этом не обязательно привлекать специалистов «Газпромтранс Казань» для проведения техобслуживания. Можно заключать договора с любыми другими специализированными организациями, которые имеют соответствующие лицензии, разрешения и квалификацию. Ну, вы не монополисты, потому что, да? Да. Хорошо. Сейчас, в завершении программы, мы все-таки, я предлагаю, подвести итоги года. Каким этот год был для ваших ведомств? Какой тренд был этого года? И что ждете от года наступающего? Радик Шамильевич.
Ну, самый главный год прошел, в общем, безаварийно. Все службы у нас надежно отработали. Все наши абоненты, все наши граждане живут в тепле и комфорте. Все обеспечены газом. Всех с Новым годом и всех-всех благ. Айдар Салихович? Искренне надеюсь, что 2020 год будет годом успешной нашей работы, нашего общества «Газпром Трансгаз Казань». И присоединяюсь к поздравлениям коллеги. Желаю всем здоровья и удачи. Максим Владимирович, ваше? Да, у нас в этом году было очень много событий, в том числе одно из самых знаковых это был WorldSkills, да, где мы принимали непосредственное участие, обеспечивали безопасность, все прошло без происшествий. Следующий год тоже такой же будет насыщен. Во-первых, и 75 лет побед в Великой Отечественной войне. Значит, также у нас юбилейные даты 30 лет МЧС России. Значит, поэтому я надеюсь, что мы проведем этот год также достойно, без происшествий, без чрезвычайных ситуаций. Всех наших телезрителей хотел поздравить с наступающим Новым годом и берегите себя и своих близких. Хорошо, спасибо всем гостям нашей студии. С вами было приятно общаться. На этом наша программа подошла к концу. С наступающим Новым годом! Без аварийного, спокойного и теплого в окружении родных и близких.